Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Юлия Шмидт, и сегодня в выпуске смотрите. В Туве расследуют причины самоубийства школьника, увлеченного виртуальной игрой. Охотничий сезон подошел к концу, но не для всех. Собачий приют и тема бездомных собак взята за основу новой постановки «Останусь», показ которой пройдет на сцене Национального музыкально-драматического театра имени Кокола сегодня и завтра. И перейдем к новостям выпуска. В настоящее время в республике подошел к концу охотничий сезон на диких животных. Однако есть так называемые нерадивые охотники, которым правила не писаны. Вот именно за такими хищниками и ведут охоту сотрудники Республиканского Госкомохотнадзора. Подробности рейдовых мероприятий в нашем следующем материале. 25 и 26 февраля во время проведения совместного рейда сотрудниками Госкомохотнадзора и МВД Тувы на автодороге Туран-Худ была остановлена машина УАЗ, в которой находились жители села Худ и города Турана. Во время досмотра авто в багажнике было обнаружено 5 полиэтиленовых мешков с пятнами крови, в которых, как выяснилось, позже находились 7 разделанных туш сибирской косули. А если не секрет, куда столько мяса? Студентам. В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка полицейскими Турана. В ходе дальнейших рейдовых мероприятий были осмотрены 8 транспортных средств. Нарушений не выявлено. Спустя 2 дня, а именно 28 февраля, в Тандинском районе в местечке Барбак-Хады были задержаны 2 жителей Кызыла. Во время осмотра их УАЗа в салоне авто было обнаружено 2 туши косули. Причем одна из них была беременная самка. Цинизм браконьеров поразил видавших многое охотоведов. Эмбрион детеныша нерадивые охотники выбросили, оставив себе только лишь мясо. Как выяснилось позже, один из задержанных является действующим полицейским. О данном происшествии доложено руководству МВД по Республике Тыва, которым назначено проведение служебной проверки на наличие в действиях сотрудника полиции признаков преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время охота на диких животных в Республике Тува запрещена полностью, за исключением волка. Поэтому сотрудники Госкомохотнадзора сегодня ведут работу в усиленном круглосуточном режиме. В Туве расследуют причины самоубийства школьника, увлеченного виртуальной игрой. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тува по факту суицида школьника в селе Усть-Илегест Кызылского района возбуждено уголовное дело. Установлено, что 9 февраля около 16 часов в доме по месту проживания в селе Усть-Илегест обнаружено тело 13-летнего мальчика с признаками суицида. По одной из версий следствия, причиной самоубийства подростка явилось участие в виртуальной игре в социальной сети интернет ВКонтакте «Синий кит», побуждающий детей к самоубийству. Это подтверждается показаниями одноклассников, которые неоднократно замечали потерпевшего за указанной игрой через свой мобильный телефон в школе. В целях объективного расследования по уголовному делу проведены осмотр места происшествия по изъятому мобильному телефону, планшету и системному блоку от компьютера, которым пользовался малолетний потерпевший, назначенная компьютерно-техническая экспертиза. В ближайшее время по окончании допроса близких родственников и одноклассников планируется назначение посмертной психолого-психиатрической экспертизы. И еще один случай произошел на этой неделе. На правобережных дачах города подросток попал под напряжение и был поражен электрическим током. Молодой человек получил ожоги и в настоящее время находится под наблюдением врачей. Скорую помощь пострадавшему вызвали его друзья. Компания подростков играла вблизи старой трансформаторной подстанции, на которой знаков, предупреждающих об опасности, нет. Подстанция находится в ведомстве Государственного унитарного предприятия Республики Тува «Единая региональная энергетическая система». Именно служба безопасности компании «ТВ-Энерго» сразу же выехала на место происшествия. О плачевном состоянии энергообъекта было отражено в акте проверки состояния защищенности энергообъектов. К новостям культуры. Первый день весны для труппы Национального театра знаменовалась сдачей новой постановки «Артып Кармен. Останусь». Режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств Тувы Марина Идам. А в основу постановки легла пьеса драматурга Татьяны Муллер «Все просто, господа». Новый спектакль называют провокационным. После его просмотра у зрителей обязательно должны возникнуть вопросы. На сдаче постановки спектакля побывала и наша съемочная группа. У нас в спектакле работает курс выпуска Санкт-Петербургской театральной академии
2003 года выпуска. Вот, это весь курс. Работа сложная у нас. Поэтому, если после спектакля возникнут вопросы, мы готовы с актерами ответить на эти вопросы. Перед началом сдачи спектакля режиссер-постановщик Марина Идам ознакомилась с действующими лицами и их исполнителями. В зале только свои, то есть работники театра и художественный совет, который принимает новую постановку к публичному исполнению. Сдача спектакля – это так называемая предпремьера. С первых минут после начала спектакля становится понятно, что постановка своеобразна в режиссерском решении. По сценарию все действие происходит в собачьем приюте, а актеры в образе четвероногих питомцев находятся в клетке. Над созданием постановки на тувинском языке с синхронным переводом работал весь курс выпускников Санкт-Петербургской академии театрального искусства 2003 года. Олимпиада Чевырал в драме «Останусь» играет целых 3 эпизодических роли. Для того, чтобы перевоплотиться из одного образа в другой и передать характер героя, актрисе в буквальном смысле требуется несколько минут. Это и переодеться нужно, да, это и грим нужно сделать, это и прическу, и парик, это полностью нужно измениться. То есть для этого, благодаря нашим цехам, которые работают у нас, да, и это и гримеры, постижеры, и наши костюмеры, то есть благодаря им все мы должны успеть за 3 минуты перевоплотиться. 5 дней жизни собак, наполненных неизвестностью, ожиданиями своей участи и мучительными размышлениями о своей нужности, никого из зрителей не оставит равнодушным. Постановка повествует, что перед лицом смерти все герои драмы меняются. В них пробуждается благородство, любовь и стремление пожертвовать собой ради друга. В спектакле «Провокация» мы провоцируем зрителей на разговор о жестокости, о предательстве, о любви, о том, что такое свобода. Потому что у каждой свобода должна быть, не должна быть, она у каждой своя свобода. Кто-то видит свободу в благополучии, да, в каком-то там машина, дом, там, путевки. Кто-то видит свою свободу в всем другом, да, то есть умение жить как-то в согласии, с гармонией с этим миром. Ну, вот эти вопросы меня волнуют, и поэтому я выбрала эту постановку. Собравшийся после спектакля художественный совет театра принял постановку к публичному исполнению. Ее официальная премьера состоялась сегодня. Чинчика Шпуков, Буян Аюн, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Сейчас мы прервемся на рекламу, после чего продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Подарки должны радовать. 1 марта ставка по кредиту 9,9%. Дарите счастье любимым вместе с Банком Восточный. Официальный дилер стальных дверей Торакс в Кызыле, компания «Ампир» предлагает двери для любого интерьера. Этностиль, хай-тек, модерн, элитные и роскошные двери в коттедж. Доступные и надежные двери в квартиру. Звоните 230-62. У нас всегда найдется ваша дверь. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. Кызыл, Аюна Курседи, 54. Компания «Геотех». Недвижимость по всем правилам. Работаем с любыми объектами недвижимости. От маленькой дачи до линейных объектов. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3-й этаж. Далее новости короткой строкой. Президент России Владимир Путин 2 марта находился на отдыхе в Сибири, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что условия отдыха Путина походные, президент взял сутки на отдых. По неподтвержденной информации, борт президента после визита в Красноярск 1 марта совершил посадку в аэропорту Абакана. Известно, что в этот же день с официальным визитом в регионе находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. В отделе экономического развития и финансового контроля Департамента экономики, имущественных отношений и финансового контроля мэрии началась выдача разрешений предпринимателям на участие в цветочной ярмарке, которая пройдет с 6 по 8 марта в разных микрорайонах Кызыла. Продажа цветочной продукции в неустановленных местах запрещена и будет пресекаться специалистами отдела по контролю в сфере благоустройства, ЖКХ и транспорта Департамента городского хозяйства в ходе выездных проверок.
Уровень нарушений на автозаправках в прошлом году оказался самым низким за последние 5 лет – 18% против 42,5% в 2015 году. При этом топливо с нарушениями физико-химических свойств было найдено на 12% от проверенных заправок. Наиболее высокий процент нарушений среди АЗС установлен в Сибирском, Центральном, Уральском, Приволжском федеральных округах, сообщили в Росстандарте. Там создана рабочая группа по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов. В Туве общее количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых в режиме одного окна, достигло 230. В частности, сегмент региональных услуг, относящихся к компетенции органов власти республиканского уровня, вырос с 47 до 61. Услуги, за которые отвечает местное самоуправление, увеличены с 43 до 50. Кроме того, значительно расширился список услуг для предпринимателей. С 1 марта он включает 129 различных операций. Владимирская полиция ищет авторов массовой СМС-рассылки с предложением стать феей, как в популярном детском мультсериале, оставив включенным на ночь газ, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального МВД. После мониторинга соцсетей был получен большой объем информации о том, что ведется интернет-рассылка сообщения о том, как стать феей. «Оставьте газ включенным, и на утро вы станете феей», рассказал представитель ведомства. Он призвал родителей быть внимательными к тому, какие сообщения приходят на телефоны их детей, и если дети получат подобные опасные СМС, В Центре кинологической службы прошел урок правовой грамотности для особенных детей со школы-интерната, для детей с нарушением слуха. Эта встреча могла бы быть обычной, но необычной ее сделало то, что большинство детей узнавали о смысле сказанного, читая по губам и с помощью учителя-сурдопереводчика. Сотрудники ведомства рассказали детям об особенностях работы полиции и основах законопослушного поведения, а также ответственности за противоправные деяния. Важной темой в беседе с детьми стали основы безопасного поведения в общественных местах, транспорте и на дорогах. Кроме профилактического занятия, полицейские подготовили сюрприз для особенных детей – экскурсию в Центр кинологической службы МВД. Ребятам рассказали о задаче кинологической службы, об особенностях работы с собаками разных пород, а также о том, в каких случаях и для раскрытия каких видов преступлений применяются служебные собаки. Самые теплые впечатления после встречи остались не только у детей, но и у сотрудников полиции. Проведенный урок правовой грамотности закончился дружеской фотосессией. Ну а сейчас о погоде. В ближайшие выходные синоптики обещают переменную облачность, временами снег. Температура воздуха ночью будет от 17 до 19 градусов мороза, днем будет гораздо теплее – минус 7, минус 9 градусов. Ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ожидается слабая геомагнитная буря. На этом у меня все. Напоминаю, выпуск новостей вы также можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». А далее наш эфир продолжит программа «Скажем, покажем». Все самое интересное впереди. Не переключайтесь. Еженедельника Тува ТВ читайте. Куда обращаться, если налети сосульки угрожают жизни и здоровью? Внимание, участились случаи нападений бродячих собак на людей. Куда звонить? Буян Башкы рассказал, как надо жить в 2017-м. Масленица – любимый праздник кызылчан. Что говорят шаманы о годе огненного петуха? Внимание, продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес-джим». Новый недельный победитель. А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.